Здравствуйте, уважаемые участники конференции. Наша сегодня встреча проходит в режиме онлайн, и тема нашей конференции связана с именем первого президента Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева. Тема связана с его жизнью, его гибелью и, конечно же, судьбой независимости Чеченской Республики Ичкерия и судьбой чеченского народа. Сегодня я хотела бы несколько деталей о Джохаре Дудаеве сказать вам. В годы перед тем, как чеченский народ объявил свою независимость, и другие народы, которые были в составе Советского Союза, например, балтийские народы, перед объявлением независимости Джохар Дудаев находился в Эстонии, служил в знаменитом Тарнопольском стратегическом бомбардировочной дивизии воздушной армии стратегического назначения. Он был командиром этой дивизии и был одновременно начальником военного гарнизона. Во время событий в Вильнюсе в январе 1991 года Джохар Дудаев выступил по эстонскому радио, заявив о том, что если советские войска будут отправлены в Эстонию, он не пропустит их через воздушное пространство. Для генерала того периода, который был командиром такой дивизии, это было очень смелое заявление. Я хотела бы вам, зная, конечно, его биографию, хотела бы вам несколько строк из его дневника зачитать. Этот дневник не опубликован, и эти строки, они очень эксклюзивные. Он говорит о том времени, когда он оказался в Грозном в 1991 году после съезда чеченского народа, где он был избран. Во всяком случае, в эти дни, летом 1991 года, когда уже было решено объявление независимости, вот он написал: время захлестывается событиями значительными, чтобы назвать их историческими. Каждый день, а то и час, насыщены, нацелены настолько, что стали судьбоносными для всего народа, имеется в виду чеченского народа. Достойны удивления стойкость, сила духа, воля, проявленные взбунтовавшимся малочисленным чеченским народом против гигантской империи зла и насилия. Дальше. Что касается меня лично, то я готовился к решающей схватке за право на достойную жизнь с тех пор, как себя помню. На мою долю пришлись испытания на выживание. От физического, духовного, нравственного уничтожения гигантской машине ада, где любой опрометчивый шаг или слово приводили в смертельные клещи. Душевные раны стали моей судьбой. И по той причине, что отец своим примером оставил мне в наследство кодекс чести и сам ушел из жизни, когда мне не исполнилось и 7 лет. А эта наследственность, к моему несчастью, никак не вписывалась в замыслы воспитания нового человека Homo Sovieticus. Репрессивная реальность и кодекс чести горца, да еще и подкрепленный образами романтических героев, настолько расшатывали мое душевное равновесие, что я потерял всякий страх перед смертью.
еще несколько выражений, которые Джохар Дудаев, то есть это даже не выражение, можно сказать, как афоризмы. Всем чеченцам очень знакомая фраза, которую сказал президент Дудаев. Раб, не стремящийся выйти из рабства, достоин двойного рабства. Еще одна фраза. Свобода – вещь дорогая. Пытаться приобрести ее задешево – бессмысленное занятие. Следующее выражение. Если у тебя нет сил победить, то пусть хватит сил не покориться. И последнее, уже перед самой войной, первой войной против Чеченской Республики, однажды российский журналист во время интервью задал вопрос Джохару Дудаеву. Джохар Мусаевич, как вы оцениваете возможную битву с такими генералами, как Лебедь и Грачев? Ответ Дудаева. Грачи и лебеди не знаю, но перья точно полетят. Именем Джохара Дудаева названы парки, улицы, проспекты в различных странах мира, в том числе в Стамбуле, в Турции. Турция большая страна, и во многих городах есть парки, улицы, площади, названные его именем. Есть в разных городах Украины улицы, названные его именем. В Польше, в Латвии, Литве, Эстонии и в других странах. Имя Джохара Дудаева увековечено было сразу после его гибели чеченским народом. Его именем назвали столицу Чечении, Джохар-Гал. Но, к сожалению, сейчас это имя уже чеченцами, там живущими в Чечении, не используется, потому что вернули старое название Грозный. Это название было дано русскими, когда они, уничтожив 28 чеченских селений в окружности, на этом месте заложили свою военную крепость в начале 1800-х годов. И назвали эту крепость Грозной. Для чеченцев, конечно, Грозной. И потом уже в 1818 году был заложен город, который потом был назван его Грозным в 1870 году. Но имя Джохара этот город обязательно будет носить в будущем, когда Чечения станет свободной. Сегодня я хотела бы предоставить слово очень известному в мире человеку, Витаутасу Ландсбергису, политическому деятелю Литвы, первому фактическому руководителю Литовской Республики, независимой Литовской Республики. В 1993 году Джохар Дудаев прилетал уже из независимой Чечении, прилетал в Литву и встречался с профессором Ландсбергисом. Сегодня он с нами, и мы даем ему слово. Прошу вас, уважаемый профессор. Спасибо. Очень дороги мне эти воспоминания, так редкостная одна очень длительная беседа ночью в Паланге, когда Джохар Дудаев был у меня, и вот мы беседовали о судьбах народов, еще связанных, подчиненных, борющихся, обороняющихся от все еще имперской России. Его мысли мне запали в память глубоко, и я часто их вспоминаю, как предпосылки и веру Джохара Дудаева о том, что
мир достижим, и это будет лучший мир, чем до сих пор. Мир свободы и сотрудничества между народами, включительно на Кавказе. Именно он тогда говорил о Кавказе в целом, не только о судьбе Чечении. И у него было предвидение, которое тогда не исполнилось, но я верю, что исполнится в будущем, о свободном Кавказе, где народы не будут враждебны друг другу, не будут воевать друг с другом. И он говорил мне о том, что, по крайней мере, на Северном Кавказе у него и его соратников есть связи, контакты и договоренности с другими народами Северного Кавказа, что у них нет проблем неразрешимых между собой. Одна и главная проблема – это Россия, которая хочет их держать в подчинении и во взаимной вражде, где это удается. А что там, какая-нибудь помеха? Все, помеха. Мы вас слушаем. Мы вас слышим. Вот он видел Кавказ и кавказские народы, согласно строящие будущее там. И при условии, или когда это будет достигнуто, когда Россия не будет вмешиваться и не будет натравлять одних на других, а мы между собой все решим мирно. У нас нет неразрешимых проблем ни по территориям, ни по верованию, ни по каким-то другим мерам. Вот эта его вера в будущее мирного Кавказа мне очень запомнилась. И условием было бы, как он понимал, и как мы все можем понимать, условием было бы понимание России и российскими руководителями реальности и какое будущее должно быть, и какое единственное возможно, если не вечная война. А вечная война – это погибель, это несчастье. Это как эпидемия, которая никогда не кончается. И есть сила, которая заинтересована в этой бесконечной эпидемии, но Джохар был уверен, что кавказцы преодолеют. И во взаимном согласии они будут строить будущее без междоусобиц, без неразрешимых проблем. Вот он сам же способствовал тому, что вот Ингушетия стала отдельной, хотя советская власть их соединила. Они мирно решили этот вопрос. Хорошо, Ингушетия, Аушев, пусть будет, никаких там не было ни территориальных, ни каких-то мстительных проблем. И он видел, что так будут решены все проблемы между кавказскими народами. При условии, если Россия осознает необходимость мирного сосуществования и захочет быть доброжелательным соседом, а не враждебным и злосчастным властелином над этими меньшими народами, меньшими по численности, но порой абсолютно более возвышенными по духу.
И он показывал это великодушие даже во время войны. И в смысле отношения к русским военнопленным, которых отпускал, отдавал матерям, как несчастных юношей, которых насильно затащили на эту бойню. Вот это направление его мысли и его веры в человеческое, в человечное будущее мне было и осталось близким. И я поэтому его глубоко уважаю. И, конечно, когда пришла весть о его гибели, о его убийстве, было очень прискорбно. И я тогда, будучи на парламентской ассамблее Совета Европы, предложил полному заседанию ассамблеи почтить всех погибших на этой войне, и включительно с Джохаром Дудаевым, весть о гибели которого пришла, запоздалая, но тогда она пришла. И было примечательно, когда вставали депутаты европейские, и, конечно, не все вставали, не оглядываясь вокруг, оглядываясь на президиум, президиум не встал, а вот депутаты в зале вставали, и больше половины их встало. Память о убитом Джохаре Дудаеве и, как я сказал, о всех погибших там, со всех сторон. Ведь люди погибали бессмысленно, когда надо было и возможно было решать вопрос национальной независимости кавказских народов без войны. Если бы пошло так по линии, какую видел Джохар Дудаев, так, наверное, и не только Северный Кавказ, но и Южный Кавказ, он это тоже видел. Они бы не воевали между собой и не дошли до таких страшных событий, как война между Арменией и Азербайджаном в прошлом и вот недавно совсем. Это все последствия того же отношения, что им не дозволено самим договариваться, как жить на этой земле без вражды и без взаимной мести. Когда-нибудь это придет, и когда-нибудь все будут поминать Джохара Дудаева как родителя этого будущего Кавказа, братского сотрудничества, а не враждебного, и тем более с какой-то мстительной памятью одних против других. Это должно отойти в прошлое. Наука, урок вот даже от последней войны между Арменией и Азербайджаном, там, конечно, с помощью других стран, со вмешательством и так далее. Но кто держал вот эту пороховую бочку? Кто ее устроил? Все известно. Интересант, в которого интересе именно вражда и война. Потому что он тогда хозяйничает, он может разыгрывать миротворца и кого угодно. Но с именем Дудаева пусть продолжается надежда, что это должно кануть в прошлое.
Иначе все человечество пропадет во всем мире, если будет царствовать вражда, мстительность и страсть ко власти. Это не имеет смысла. Только для коротковзрочных тиранов. А они тоже должны отойти в прошлое. Это мое слово, память о Джохаре Дудаеве и о его надежде на будущее Кавказа. Спасибо большое, уважаемый профессор. Спасибо большое. Если вы захотите, в любой момент можете выйти из Zoom. Мы продолжим нашу конференцию. Я послушаю. Хорошо. Уважаемый Рад, я хотела спросить, у вас есть еще время? Или вы ждете сейчас слова? Я, как вы, есть немножко, но я хотела уже в 3 часа. Буду слушать только, но... Хорошо. Ахмеда, можете послушать? Ахмеда Закаев. Хорошо. Сейчас мы дадим слово. Раса, дорогая, если у вас нет времени... Нет, давайте, я хочу вас послушать. Потом... Да, спасибо. Спасибо. Я только минуту скажу. Я скажу, что вот эта наша конференция, она вообще проходит под эгидой правительства Чеченской Республики Ичкерия, которое работает за рубежом, в изгнании. Сегодня здесь часть членов правительства присутствует, не все, но часть присутствует, основная. И вот Ахмед Закаев является председателем правительства Чеченской Республики Ичкерия, и мы сейчас ему дадим слово. Спасибо. Аминат, спасибо. Я приветствую всех наших друзей, наших гостей. Я действительно не побоюсь этого слова, действительно наших друзей, которые все эти годы остаются с нами и разделяют с нами и горести, и радость. Радости мало, но мы надеемся и не теряем надежду, имея вот таких людей на нашей стороне, которые поддерживают нас морально в нашей борьбе. Мы обязательно наступит день радости, когда Чечня будет свободной. Иншаллах, я верю в это. Еще хочу поблагодарить членов оргкомитета, который был сформирован, как Аминат упомянула, по постановлению, на основании постановления правительства ЧРИ за рубежом о проведении памятных мероприятий, посвященных 25-й годовщине дня гибели Джохара Дудаева. Я хочу всех вас поблагодарить, провели очень хорошую работу. Мы на самом деле, я хочу, чтобы участники наши знали, мы планировали провести большую международную конференцию где-то в Брюсселе или в Париже, но в связи с известными обстоятельствами нам не удалось это сделать, и пришлось ограничиться вот таким форматом общения с самыми близкими нашими друзьями. Теперь возвращаясь к нашей основной теме. 21 апреля, 25 лет назад, исполнилось 25 лет со дня гибели первого президента ЧРИ Джохара Дудаева. Что это было? Это была обычная смерть. Это было вероломное политическое убийство. И оно было санкционировано высшим политическим руководством России, то есть Ельциным, тогдашним президентом России. Я хочу рассказать несколько моментов, которые предшествовали этой трагедии. И почему? Потому что я позавчера буквально вспоминая все в прошлом, и Джохара, и все, что происходило вокруг нас и в Чечне в период войны,
я обнаружил, что я, в принципе, остался последним свидетелем вот этого одного конкретного случая, который был связан с Джохаром Дудаевым. Все погибли, все участники вот этой встречи, или те, которые были вовлечены в эту встречу, их уже нет живых. В конце марта 1996 году, в разгар боевых действий, президент России, вот почему я считаю, что это было политическим убийством, и оно было санкционировано именно высшим руководством России. Вот этот момент, в 1996 году, в марте, президент Ельцин выступил с заявлением, это произошло в разгар боевых действий на территории Чечни, что он готов к переговорам с Джохаром Дудаевым. Был даже назван посредник на этих переговорах Ментимир Шаймиев, президент Татарстана. Мирная инициатива Ельцина была связана с предстоящими выборами в России. Ельцин хорошо понимал, что вот в тот период на самом деле война в Чечне была очень непопулярна в России. И понимая это, Ельцин решил как бы сделать такой ход и переломить общественное мнение в свою сторону, представ перед избирателями в роли миротворца. И вот в этот период, после его заявления, что произошло? Джохар Дудаев и так поддерживал контакты с некоторыми российскими политиками. Эти контакты в этот период стали более интенсивными после заявления. В этот день, 21 апреля, 8 часов вечера, Джохар разговаривал с Константином Боровым по телефону, по сотовому телефону. У Джохара с ним были очень доверительные, даже дружеские отношения. Я это знаю, потому что я несколько раз привозил Борового к Джохару на его ставку в горы по его поручению. И несколько раз Джохар через Борового передавал российских военнопленных солдат российским матерям. Я об этом говорю, потому что у меня на самом деле сейчас и тогда нет и не было сомнения, что даже само заявление Ельцина о готовности начать переговоры являлись частью операции по убийству Джохара Дудаева. И перед его убийством произошло еще один случай, о чем я хочу рассказать. Черномырдин, премьер-министр России, поручил, по поручению, естественно, Ельцина, сделал попытку подкупить Джохара Дудаева. И как это произошло? Вот кроме Константина Борового и Ментимира Шаймиева с Джохаром через Руслана Аушева, президента Ингушетии, контактировал министр России Виктор Черномырдин. Иногда Черномырдин выходил на связь с Джохаром через председателя Союза промышленников Российской Федерации Аркадия Вольского. Он был личным представителем Черномырдина на наших переговорах с русскими в 1995 году. Вот в этот период Аркадий Вольский обратился ко мне с просьбой устроить ему встречу с Джохаром Дудаевым по вопросу чрезвычайной важности, как он выразился. Джохар на самом деле был очень разборчив в своих официальных контактах, и поэтому он сначала мне и Осману Имаеву, ныне покойному, поручил разузнать, что именно желает обсудить с нами Вольский. Однако тот не стал нам раскрывать предмет обсуждения, сообщил только лишь, что у него к Джохару очень серьезное предложение от Виктора Черномырдина. Наконец Джохар согласился принять Вольского, и мы повезли его на встречу к нему в горы. По дороге Вольский вдруг спросил у нас, как, по нашему мнению, отнесется Джохар к такому предложению. Он получает любую сумму денег, гарантии безопасности и возможность выезда в любую страну по его выбору. Мы с Усманом, конечно, постарались предостеречь Вольского от такого предложения, так как Джохар
несомненно, посчитал бы его оскорбительным. Для себя Вольский, тем не менее, решил выполнить поручение Черномырдина. Когда мы его привезли к Джохару, он высказал это. Джохар нахмурился, сдержал себя. Он не стал вымещать свой гнев на посреднике. Он так и сказал: вы являетесь посредником и передаете мне только то, что вас просили передать. Поэтому к вам у меня нет претензий. И сказал: постарайтесь, пожалуйста, также передать мой ответ Виктору Черномырдину. И, конечно, его должен знать и Борис Николаевич Ельцин, который, несомненно, в курсе вот всех этих предложений. Скажите им, что они абсолютно не понимают ни народа, с которым они ведут войну, ни лидеров этого народа, ни сути происходящего в Чечне и происходящего между Россией и Чечней. Он сказал, допустим, он в своем разговоре напомнил об одной вещи, об одном случае, историческом событии. Он сказал, допустим, что я приму вот это ваше предложение, это бесчестие. И неужели вы думаете, что чеченцы сложат оружие и прекратят борьбу? У вас же вот этот исторический опыт, у вас же был опыт с Шамилем, который сдался в плен, принял российское подданство, присягнул царю. Но разве это прекратило борьбу чеченцев за свободу? Шамиль ушел, пришли другие лидеры, и борьба продолжилась. И поймите, Джохар сказал, поймите, не мы с Ельциным, он при этой ситуации даже пытался позволить русским сохранить лицо. Он сказал, что не мы с Ельциным начали эту войну, но мы ее получили по наследству, что было правдой. Потому что это конфликт и война продолжается уже сколько столетий. Это противостояние. Но у нас есть возможность положить конец этому. А для этого вы должны мне предлагать не комфортабельную жизнь на чужбине, а долгосрочный и достойный мир на основе свободы и равноправия. Аркадий Вольский внимательно выслушал Джохара и сказал, что он вполне понял, что все он понял и что он все передаст и донесет до Черномырдина и до Ельцина. Я думаю, вот отказ Джохара принять это предложение, с этого момента русские приняли решение, окончательное решение физически ликвидировать Джохара Дудаева. И 21 апреля 1996 году во время переговоров, я считаю, что по своей сути, по морально-нравственной оценке, это было убийство парламентера. Потому что в тот вечер, когда нанесли ракетный удар, Джохар разговаривал с Боровым и обсуждал вопросы, связанные с предстоящей встречей с Ельцином. Это было подлое, вероломное убийство парламентера. Это было убийство... Вот таким образом убили Джохара Дудаева. Вот попытка подкупа, вот о чем я хотел рассказать, потому что они предприняли все варианты, чтобы сломить Джохара Дудаева, свернуть его с избранного пути. Но для Джохара Дудаева свобода это являлось на самом деле высшей ценностью. И он за это отдал свою жизнь. И я абсолютно уверен в том, что в памяти чеченского народа он останется вечно. И не только в памяти народов Чечни, но и многих народов на постсоветском пространстве, которых он воодушевил на борьбу, на свою независимость и свободу. И это продолжается по сей день. А что примечательно, я, конечно, не злорадствую ни в коем случае. Вот то, с чем имеет мир сегодня международное сообщество делать с Россией, да, оно началось в Чечне. И началось с Чечни. Вот мир наблюдал за тем, что происходило эти годы. И вот очень хороший момент, о котором сегодня профессор сказал, что зал в основном смотрел на президиум,
как он реагировал, когда он предложил почтить память. И сегодня, к большому сожалению, Россия перестала быть проблемой исключительно чеченцев и чеченского народа. Чтобы обуздать Россию, чтобы привлечь к ответственности и остановить Путина сегодняшнего, необходимо начать привлекать его к ответственности за все, что Россия сделала в Чечне. И только это может его остановить. Я абсолютно в этом уверен. И все предсказания Джохара Дудаева о попустительстве и с молчаливого согласия, что Россия делала в Чечне, какие могут быть последствия, мы сегодня и международный мир, международное сообщество, и в частности страны на постсоветском пространстве, Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки, вот и пожинают плоды от своего попустительства и своего попустительского отношения к событиям или к трагедии чеченского народа. Аминат, я не буду больше продолжать, потому что у нас очень много людей, которые должны высказаться и выступить, поэтому я завершу. Я хочу еще раз поблагодарить, Аминат, тебя, всех членов оргкомитета и всех наших гостей, которые согласились принять участие на нашей конференции. Спасибо вам огромное всем. Всего доброго. Спасибо, Ахмед.